Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости», в студии Тойр Пиров. Сегодня состоялся телефонный разговор основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, с президентом Российской Федерации, уважаемым Владимиром Путиным. В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы таджикско-российского стратегического партнерства, в том числе торгово-экономические, культурно-гуманитарные, военно-технические и другие аспекты двусторонних отношений. Главы двух государств также рассмотрели региональную и международную повестку дня. В этом контексте были обсуждены вопросы предстоящих саммитов ОДКБ и ШОС в столице Таджикистана, городе Душанбе. Президенты подробно обменялись мнениями по текущей военно-политической ситуации в Афганистане. Особое внимание было уделено обстановке на таджикско-афганской границе. Стороны договорились о дальнейшей координации усилий по афганской проблематике и продолжении контактов на различных уровнях. Все внимание мирового сообщества и зарубежных средств массовой информации приковано к столице Таджикистану, городу Душанбе, где под председательством таджикской стороны 17 сентября текущего года состоится юбилейный саммит глав государств, членов Шанхайской организации сотрудничества. Тему продолжит Карим Хайдар. 15 июня 2001 года в городе Шанхае состоялась встреча глав государств, на которой было принято совместное заявление о присоединении Республики Узбекистан к Шанхайской пятерке, и на основе наработанного опыта в рамках Шанхайской пятерки главы Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Китайской Народной Республики, Российской Федерации, Республики Узбекистан и Республики Таджикистан подписали декларацию о создании Шанхайской организации сотрудничества. В сентябре 2014 года в городе Душанбе на заседании Совета глав государств, членов ШОС, был утвержден порядок предоставления статуса государства-члена Шанхайской организации сотрудничества, который сделал возможным присоединение других государств к организации. На Астанинском саммите глав государств, членов ШОС в июне 2017 года в городе Астана, Нур-Султане, статус государств, членов ШОС получили Республика Индия и Исламская Республика Пакистан. Среди государств, членов ШОС, наряду с вопросами стабильности и безопасности в регионе, экономика является важным сектором для плодотворного взаимодействия. Расширяется и укрепляется взаимосвязанность стран ШОС. Высокими темпами идет строительство автомобильных и железных дорог, мостов и транспортных переходов. На пространстве ШОС широко используются транзитные возможности государств, членов организации. Создание транспортно-логистической инфраструктуры в масштабах пространства ШОС является важным для всех стран организации. Так, строительство железных и автомобильных дорог в странах Центральной Азии соединяет регион с государствами Ближнего Востока и Европы и способствует росту взаимной торговли, созданию благоприятных условий для международных автомобильных перевозок. Девиз председательства Таджикистана в ШОС «20 лет ШОС. Сотрудничество во имя стабильности и процветания». В ходе юбилейного саммита будут обсуждены основные итоги деятельности ШОС за 20 лет, состояние и перспективы многостороннего взаимодействия в рамках организации. Главы государств проведут обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам регионального и международного сотрудничества. Столица Таджикистана, город Душанбе, на высоком организационном уровне готова принять многочисленных зарубежных гостей, участников юбилейного саммита глав государств, членов ШОС и представителей средств массовой информации. В Национальной библиотеке Таджикистана созданы все условия для отечественных и зарубежных СМИ для освещения заседания Совета глав государств, членов Шанхайской организации сотрудничества. Так, с целью качественного освещения мероприятия в Национальной библиотеке Таджикистана создан пресс-центр, рассчитанный на 750 журналистов. Здесь имеется 300 компьютеров, подключенных к скоростному интернету, международные телефоны и мониторы, которые будут транслировать в прямом эфире ход заседаний. Для освещения мероприятия наряду с отечественными представителями СМИ в Таджикистан прибудут зарубежные журналисты, в целом 550 корреспондентов. Город Душанбе в праздничном убранстве, цветочные аллеи, скверы, парки, культуры и отдыха благоухают и утопают в цветах, придавая городу особое великолепие и красоту. Следует отметить, что благодаря усилиям исполнительного органа государственной власти города Душанбе усовершенствована инфраструктура столицы, улицы и проспекты, новые высотные здания и социально-культурные объекты стали достойным украшением поистине удивительно красивого Душанбе. Карим Хайдар, Дильшод Ихушпах, новости.
Согласно информации Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан, за последние сутки в Таджикистане не зарегистрировано ни одного случая инфицирования граждан новым коронавирусом COVID-19. В условиях стремительного распространения COVID-19 в большинстве стран мира на основе научных экспериментов было установлено, что одним из основных способов предотвращения распространения этого заболевания является вакцинация населения. Таким образом, по инициативе правительства Республики Таджикистан и при поддержке партнеров по развитию в рамках глобального механизма равномерного доступа к вакцинам Всемирной организации здравоохранения COVAX и гуманитарной помощи стран-доноров в Таджикистан доставлено 4 861 540 доз вакцин против коронавируса, предусмотренный для охвата целевой группы населения старше 18 лет, что составляет 5 826 301 человек. Начиная с 23 марта 2021 года 2 168 537 человек получили первую дозу доставленных вакцин, что составляет 37,2% от целевой группы. Также из числа иммунизированных 1 278 240 человек получили вторую дозу, что составляет 59%. В результате последовательной поддержки правительства Республики Таджикистан и своевременной вакцинации населения сегодня заметно снизился уровень заражения коронавирусом. За последнюю неделю в стране не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. В Душанбе, начиная с 29 августа 2021 года, случаев заражения этим заболеванием не зарегистрировано. И все медицинские учреждения, ранее лечившие пациентов с коронавирусом, возобновили нормальную деятельность. В столице страны в рамках своевременного исполнения указаний и поручений основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, по инициативе и последовательным шагам председателя города Душанбе, уважаемого Рустами Эмомали, приняты значительные эффективные меры с целью предотвращения распространения инфекционных заболеваний COVID-19 и борьбы с инфекцией. Вопрос улучшения доступа, качества и эффективности медицинского обслуживания населения столицы и развития новых форм первичной медико-санитарной помощи находится под постоянным вниманием председателя города Душанбе, уважаемого Рустами Эмомали. В последние дни центры неотложной помощи и медицинские работники, осуществляющие круглосуточную деятельность, не получали обращений от жителей по поводу инфекционного заболевания COVID-19. Следует отметить, что из общего количества доставленных вакцин выделен 1 267 040 доз для охвата целевого населения столицы. По состоянию на 12 сентября 606 885 человек, жителей столицы, это 97%, охвачены первой дозой. 390 416 человек, это 62,4%, охвачены второй дозой. Тем не менее, эпидемиологический контроль COVID-19 в пунктах пропуска на государственной границе Республики Таджикистан в городах и районах продолжается на регулярной основе. А передвижение граждан за границу и на территорию страны находится под строгим контролем. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами и будьте здоровы!